Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Вы смотрите очередной выпуск нашей программы «Беседы у камина». И я ее ведущий Александр Карманов. В данной программе архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». Итак, мы начинаем. Здравствуйте, владыка! Христос воскресе и воистину воскресе, дорогие братья и сестры, Боже вам всем благословения. По традиции хочу спросить, как ваши дела, какие новости у нас в епархии? У нас в епархии прекрасные новости. Это пришествие благодатного огня, который привез глава республики, будучи пилигримом в городе Иерусалиме. И вот этот благодатный огонь с кафедрального собора по существу проник во все уголки нашей необъятной республики Коми. Еще у нас прекрасное событие на исходе Светлой Седмицы, освящение храма Визябожи, препод нашей святой, праведной Ксении Блаженной. Я думаю, что это большое дело. Не так часто освящаются храмы нашей республики. Хотелось бы узнать у вас истину. В новостях недавно высвечивалось то, что одна женщина построила часовню, и ее, получается, ей поставили запрет ходить в церковь, молиться. И с чем это связано, и почему вот так вот вышло? К сожалению, благочестивая женщина, 73 года, Нина Михайловна Макарусь, город Печора, это не наша епархия. Да, действительно, у нее было благословение на строительство часовни частной, а еще предшественником моим, владыкой Пантелеймоном, ныне здравствующим. Вот он благословил даже письменно на обратной стороне фотографии примерной часовни, которую бы она хотела построить, фотографии Данила монастыря. И вот я лично был свидетелем этому. Так что это часовням надо быть по всей республике. Хорошо, если они в частной собственности, значит, нашим епархиям только меньше головоломки с содержанием. Потому как уже практика показывает за 21 год моей епископской деятельности, служения, что когда в частных руках эти часовни, то они находятся и в порядке. Или ты можешь всегда адресовать к прилежному ведению. Что и, я думаю, приветствовал владыка Пантелеймон, когда благословлял на частной земле строить эту часовню. В частной собственности у нас единственное, что нету храмов по республике Коми, а часовни, пожалуйста. Я думаю, что когда будет митрополия, а это зависит от Святейшего, то Межепархиальный совет, возглавляемый митрополитом, будет, конечно, такие вопросы урегулировать, отслеживать по всей республике. Угу. А почему все-таки вот так вот получается, это просто недопонимание сторон или как вот это можно объяснить? Да, я думаю, это не согласованность. Видимо, владыка только 1 год, где-то что-то неведение, и я думаю, что это не согласованность. Угу. Также вот по республике ходит такая новость, умер священнослужитель. Кто-то говорит, что его убили, кто-то говорит, что он закончил жизнь суицидом, кто-то говорит по болезни. Что все-таки случилось? К сожалению, у нас в обеих епархиях, и в Воркутинской епархии, и в Сыктывкарской, умерли священники. Там, скажем, зимой где-то, приблизительно, может быть, январь-февраль, смерть, я считаю, по фанатизму, борьба с неведомым каким-то 666 недоказанным в паспорте. Вот, это фанатизм, причина смерти. Фанатос переводится смерть, значит, фанатиком не надо быть. И вторая смерть, это в Сыктывкарской епархии, Каратаев, отец Роман, тоже приблизительно одного возраста, 40-летнего, оба священнослужители. Похоронили мы, кстати говоря, в Ульяновском монастыре, родители приезжали в этом случае в нашем. Но священник злоупотреблял спиртным. А на данный момент у нас ни одного священнослужителя, злоупотребляющего спиртными, нету, но все равно жалко. Как священник он был неплохой, я бы сказал. Более того, образованный.
Ну вот такая болезнь. Сейчас надо бороться церкви и обществу и с злоупотреблением суррогатов различных, опьянение может наркотическое быть не только спиртными. И, конечно, все силы направить ведь против суицида. А был бы он фанатичным примером, так сказать, или причиной фанатизма, как это случилось с отцом Варфоломеем вот в этой местности, в нашей глуши Уссылемской. Или бы это были другие случаи, которые вот у нас в интернете наблюдаются часто, синий кит и так далее, где нашу молодежь прямо затаскивают к совершению этого акта суицида. Мгм. Вот, думаю, достаточно радостная новость. Случилось вчера, вот буквально прочитал, запретили так называемую религиозную организацию «Свидетели Иеговы». Что можете рассказать про эту организацию, ибо многие не понимают, в чем заключается вообще секта, чем это может закончиться, чем это чревато, и чем вообще занимается секта? Вот возьмем любую секту, даже пусть это не секта, а распространенное вероисповедание. Да? Если оно не дружит с здравомыслием, с человечностью, то что говорит о божественности этой деноминации, скажем, да? Секты или веры? Ну вот свидетели Иеговы – это нарушение элементарных человеческих норм поведения. Они говорят, что это религия. Вот нельзя медицинскую помощь оказать ближнему своему. Запрещается перелив крови у свидетелей Иеговых. Значит, родная мать или отец будет смотреть, как умирает ребенок. Элементарный перелив крови надо, ну, скажем, авария, потеря крови. И небезнадежное состояние, то есть вполне можно спасти ребенка. Будут смотреть и не дадут перелив крови, ни свою кровь, ни чужую, по религиозным убеждениям. Бесчеловечность? Бесчеловечность. Какая здесь может быть божественность? У свидетелей Иеговых не разрешается служить, так сказать, в армии, брать оружие, и, как и у многих, скажем, протестантских религиях, тоже это наблюдается. И вообще признается любая власть сатанинской. Вот у свидетелей Иеговых это бесчеловечно. Потому что представители власти – это все-таки, как оно должно быть в лучшем варианте, лучшие люди общества. И как их называть сатанистами, врагами, но это более чем бесчеловечно. Я не считаю такие организации, что они выдерживают критерии на человечность, а тем более, что претендуют на какую-то божественность. И никакой Бог, который бы исповедовался любой там религии, да, не выдерживает никакой критики на божественность или на человечность даже. А что уж говорить о божественности. А потом уже будем говорить об истинном исповедовании. Но это потом. А на первой стадии, говоря о человечности, ни свидетели Иеговы, ни храм Солнца, ни храм Семья, ни другие деноминации религиозные не выдерживают этого экзамена на элементарную человечность. Мгм. Спасибо. И вот такой крайний вопрос, относящийся к нашей епархии. Потом уже перейдем непосредственно к нашим читателям. Очень много вопросов поэтому поступало, и многие просят как-то отреагировать на это официальному лицу. Был у нас такой сотрудник Иоанн Руслан Искандаров, который очень прославился на нашу республику, и люди просят объяснить, почему он ушел из епархии, какую работу он вел, и почему он высказывается против священнослужителей, сотрудников епархии, и почему он вообще себя так ведет. И почему раньше наша епархия не могла его поставить на место. Вот этот человек у нас был на полставки сотрудником, епархиальных ведомостей, сайта епархиального.
Он поменял веру. Он не так долго у нас был, несколько месяцев. Но поменял веру, и я считаю, что этим все сказано. И я не убежден, что он там принял эту веру с осознанием. То есть это старообрядчество, беспоповство. Беспоповство считается самой настоящей сектой, ересью. Если со старообрядцами поповского толка у нас есть снятие проклятия, какое-то сотрудничество, то с беспоповцами, старообрядцами никакого сотрудничества у церкви нету. То есть это ересь из ересей, и заблуждений из заблуждений. И ни в коем случае нельзя слушать, что этот человек может говорить о православии или о священнослужителе православия. Этим самым нарушается закон, и этот человек, будучи старообрядцем-беспоповцем, он нарушает закон, то есть сеет межрелигиозную рознь. И это только следует христианам, любым христианам православным, которые его читают, или видят, или слушают, подать в суд на эту самую, по этой статье, сеяние межрелигиозной розни. Задает вопрос Николай. Здравствуйте, владыка. У меня такой вопрос. В детстве я по глупости давал Богу клятвы и обещания, которые для меня почти были невозможными, которые, безусловно, я не соблюдал. И что мне с этим делать? Как меня Бог простит или нет? Во-первых, это серьезное дело. Клятва Богу должна быть исполнима. И поэтому и святые отцы во множестве своем не советовали давать клятвы Богу. Потому как клятва дана, и она должна быть исполнена. Но коли этот человек молодой, и по молодости он должен действительно это серьезно покаяться в этом, никогда, и запомнить себе на всю жизнь, никогда невзвешенных, неразумных клятв Богу не давать. Бог вообще-то в них не нуждается. Но когда человек эту клятву дает, он должен либо исполнить, либо вообще не кощунствовать. Потому что неисполненная клятва, она к разряду кощунства относится. Бог нас не трогает, как говорится, и мы к Нему не должны приставать. И мы Его трогать не должны. То есть оставить эту тему в покое. Иначе вот человек не ходит в церковь, но Бог прощает. Но когда человек этот Бога задевает, начинает приставать, ультиматумы Богу ставить, то очень часто церковь наблюдает и запечатлела во многих документах, что такие люди бывают очень серьезно наказуемы Творцом нашим. А в чем заключается фраза «не произноси имя Бога всуе»? Это вот о чем я тоже говорил, что произносят имя понапрасну, всуе, то есть понапрасну, без всякого ведома, ради праздного может быть интересно, любопытство, вот, или просто издевательство, то дать ультиматум, если ты есть, дай мне там машину, вертолет или самолет, или там министром стать, а в голове-то коробочка не позволяет стать этим самым министром, но тем не менее, вот такие глупые приставания к Богу, они совершенно неразумные. Надо к Богу иметь именно почему страх Божий, чтобы, во-первых, не произносить понапрасну имя Божие. Сделаем такую небольшую разминку. Как Пасху у нас отпраздновали в епархии? У нас очень торжественно прошло пасхальное богослужение. Было около 2000 людей, и затем в течение дня более 15 тысяч прошло через кафедральный только собор. Во всех храмах, во всех городах прошли крестные ходы как околохрамовые, так и по городу. У нас в Сыктывкаре по городу храм шел крестный ход от епархии до кафедрального собора. Это народные гуляния были, сцена поставлена перед оградой соборной, пели религиозные песни и мирские песни, но это за оградой. А в самом соборе проходило множество богослужений, скажем, как пасхальная заутренняя и ночная служба, также и совершалась литургия дополнительно в пределах нашего собора. У нас 4 предела с алтарями и престолами. Значит, и в 7 утра литургия была, и в 9 литургия была,
и в 17 вечера вечернее богослужение, и в течение дня дежурные священники освящали куличи и пасхи, яйца и так далее, и совершали необходимые требы, молебны или крещение, кто что заказывал. Каждый день совершались посещения мною лично священнослужителями всей Сыктывкарской епархии, скажем, больницы, в связи с трагедией в Удровском районе, где погиб водитель, и машина врезалась в автобус, и пострадало 40 человек, а я проведал 4-летнего мальчика в республиканской больнице после операции. Так же, как и священники в Удоре на местах проверяли, проведывали этих, и чем могли, помогали этим пострадавшим. Но я посещал также детские сады. Вот сейчас еще намерен через 2 дня посетить исправительную колонию. И в епископском доме происходили утренники, по 3 утренника даже в день. Это по 5 детских садов, и молодежь присутствовала, учащиеся, и пожилые люди, концерты, викторины, и различные мероприятия. Посещал я, Дом дружбы народов, где тоже ряд было различных и музыкальных, и литературных утренников. То есть постоянно, каждый день, иной раз даже 5 минут это интервал на какой-то перерыв, а так ежедневно, как и, впрочем, на Страстную, очень занятый я был ежедневно, постоянно, но это труд радостный. Я думаю, что Пасха у нас удалась, она очень радостная, веселая, и несмотря на всю усталость, я все-таки полон оптимизма такого, жизнеутверждения, что, в общем, Пасха и являет собой. Пасха – это и есть жизнеутверждение, жизнелюбие и приобщение к воскрешению Христу. То есть Христос воскрес, но не само по себе, это не отмирное, не отвлеченное какое-то событие, оно к нам прямое имеет отношение, что мы совоскреснем. Поэтому, слава Богу, потрудился сколько, как бы это ни было трудно, но это все к совоскрешению Христу жизнодавцу. Спасибо. А какие у вас творческие успехи? Какие новые стихи у вас появились? Может, зачитайте какой-нибудь? Самое главное, к Пасхе вышел новый сборник моих стихов «Хлад птица», и как бы говорится, и прошло все так. Хлад птица – это птица, которая летит, и снежиночки оставляют в день Пасхи. И у нас всю Светлую Седмицу снежиночки так и летали. Слава Богу, только не было пурги, ветра, и это позволило нам гуляние сделать во дворе кафедрального собора. Но это все-таки 140 стихов где-то примерно. А сейчас я готовлю еще 150 стихов к Святой Троице. Но теперь уже не рискую назвать так «Хлад птицы», а слово «холод», а хочу назвать где-то таким названием, скажем, «Солнце» или «Чаша в сиянии солнца». Что-нибудь такое солнечное, какое-нибудь название дать. А вы творческий человек, у вас очень много стихов написано. А есть стихи, которые просто, кажется, что лучше всех, что вы написали? Нет, я как-то не выбираю определенно. Я удивляюсь многим стихам и думаю, как меня Господь вразумил подобрать смыслы и слова, словосочетания. Я удивляюсь одному и другому красоте звучания, потому что если ты говоришь, например, о природе, о воде, о цветах, и буквально когда ты перечисляешь эти Божии творения, даже запах идешь, и говорят, там тюльпаны, розы, лилии, и все, и ты ощущаешь, да, или, например, там волна, вода, струя, журчит и так далее, и уже начинаешь ощущать воду, прохлада какая-то, радость, в гортани даже ощущение этой весенней свежести, радости такой, Божьего дара какого-то. Это стихотворчество, оно связано с мироощущением внутренним, благодатью Духа Святого каждого человека. Каждый человек поэт в душе. А мне Господь дал это выразить просто наружно, так сказать, 3 года назад, как я начал писать, и удивительно, что еще и принят в члены Союза писателей России. А много священнослужителей у вас в епархии пишут?
Пишут около 10 человек, а некоторые пишут тайно. Ну, например, если человек писал стихи мирские, а он стал священником, он просто не хочет на народ выявить стихи, посвященные своей матушке, пока она была девушкой, скажем, при встрече до женитьбы. Вот. Священник, в общем, должен этикет какой-то держать. И вот у меня религиозные стихи, их можно представить. Не у каждый священник может представить стихи, которые он писал. Ну вот так 10 человек мы можем представить, которые могут писать духовные стихи. А вообще в республике идет возрождение. Некий такой и ренессанс, мы скажем. Многие священнослужители, миряне пишут духовные стихи. И даже вот член Союза писателей России Андрей Канев, хотя он прозаик и писатель, а он еще и поэт, и сейчас у него пошел ряд прекрасных стихов духовных, потому что он поступил в духовное наше училище, но преобразованное в центр подготовки кадров, священнослужителей, катехизаторов и так далее. Ну вот он, значит, уже теперь сознанием дела начал писать стихи, и мы хотим выпустить духовный сборник таких стихов к Дню Троицы. 3 поэта, значит, Троице Святой посвящается. Это Щукин Николай, член Союза писателей России, Андрей Канев и я, ваш покорный слуга. То есть 3 поэта, и получается, что вот еще задействован ряд, потом после Андрея Канева, нашего, значит, секретаря, он еще секретарь, действующий секретарь коми отделения Всемирного Русского Народного Собора, и вот еще много-много теперь с ним подключается и молодежное движение молодых поэтов, они проводят в здании Дружбы Народов тоже поэтические вечера. Вот, начинает такое возрождение по всей республике поэтов, прозаиков и писателей, именно православных, к которым, например, уже у меня никаких претензий нету с духовной, значит, богословской точки зрения. Спасибо. Задает вопрос Полина. Батюшка, помогите. Убили моего отца, я с ним не общалась много лет, всю жизнь прожил в грехе, пил и поднимал руку на мать и на меня. Последние 6 лет для него были тяжелые. Сначала слегла с онкологией бабушка, его мама, и 3 года он один ее выхаживал. Потом он потерял работу, и бабушка умерла. Работу так и не нашел, жизнь прекратилась по наклонной. Квартира, в которой жил, пришла в запустение, связался с плохой компанией. Пытались помочь, как могли. Был не против попробовать начать все сначала, если мы ему поможем. Помогли устроиться на биржу труда, даже на собеседование ходил. За неделю до его смерти пытались с ним встретиться, обсудить его переезд в другое жилье, подальше от его собутыльников, чтобы наконец начал новую жизнь. Но не складывалось. То трубку не брал, то не здоровилось. А через несколько дней пришло известие, что его убили, его же собутыльник. Ну вот видите, Господь хочет и спасения грешникам, в данном случае понятно, что за человек, и когда оканчивает таким мученическим концом, в смысле его убивают, то эти убивающие, они как бы берут грехи этого человека, потому что он уже не может насильственным образом, он не может покаяться. Хотя вот видите, он там и каялся, все сначала хотел начать, и вот это хотение сначала начать, они ему прервали. То есть ответственность несут очень огромную вот те, кто его убили. Значит, Господь каждому человеку все равно какими-то ему ведомыми путями приводит к спасению. Я думаю, что Господь привел этим самым его к спасению, но за него следует молиться. Значит, уже будет легче молиться за убиенного, чем, например, за суицидника. Вот, следует подавать на литии заупокойные, годовые, вечные поминания, скажем, при храмах у нас некоторых есть. Вот, но и не сомневаться, что Господь его простит. Спасибо. Задает вопрос Валентина. Здравствуйте, помогите советом. Меня обманул достаточно близкий человек. Я, конечно же, не сдержалась и в ответ наговорила слов, о которых теперь сожалею. Вопрос в чем? Как теперь дальше вести себя с этим человеком? Я прошу прощения за свои слова.
Я уже и простила их, что поделать, если человеческая природа не знает границ жадности и подлости. Но как мне дальше вести себя с этими людьми? Совсем не общаться не получится, они родственники, но и по-прежнему не будет. Я в затруднении. К сожалению, вот порог такой, когда человек много гадостей говорит другому, да, и просто по вспыльчивости хамит, грубит, это не христианское поведение. Но, к сожалению, оно встречается у христиан, поэтому надо сколько есть сил бороться и сколько есть лет бороться, хоть до конца жизни, потому что это еще вообще склад характера человека, он может генетически связан с таким же поведением у родителей, у братьев, сестер, то есть человек и в социуме таков. Особенно если в социуме и продолжает общаться, и другие так себя ведут грубо, да. Но уже хорошо то, что человек осознает, что он неправильно, в принципе, говорит, что там, где можно было просто здравомысленно, рассудительным путем рассудка сказать, что позвольте, мои дорогие родственники, мои дорогие друзья, но вы ведете себя очень нечестиво в том-то, в том-то и в том-то. Но никак не повышать голос, не превращать это в какой-то такой крик и так далее. То есть с этим надо бороться. Эта черта, она, конечно, уже характерной становится в человеке, уже пороком таким, закорененным, потому что от родителей и в социуме своих родственников, но надо из этого выходить. А путем чего? Именно вхождение в возраст Христов. За счет того, что мы принимаем в себя тело и кровь Христа, Христос ведь что, против кого кричал, орал или что он сделал? Нет, конечно. Он против стригущих его был безгласен, даже ответа не давал. А у нас, получается, нам слово, а мы 10 слов в ответ даем. То есть вот это и есть прийти в возраст Христов путем огромного усилия внутри себя. Ну и не только эта женщина там, или мужчина, а многие ко мне приходят, и у них вот искреннее покаяние есть, что они не хотят матюкаться, не хотят злословить, не хотят повышенным тоном говорить. Но он говорит, что я с собой сделаю? А вот и делать чаще, исповедоваться и входить в возраст Христов, изучать идеал поведения Христа. Для чего Христос вочеловечился? Показать нам идеал. Потому что мы идеалу пророков уже не следовали, скажем, в лице Израиля. А вот Христос приходит, значит, уже в такое больное общество израильское, да, и показывает пример, именно сам Бог вочеловечился, когда уже пророки были избиваемы, все равно изъян находили в нем, очень при желании во всяком человеке можно найти изъян. Так и здесь. Ну, вот именно путем вхождения в возраст Христов, изучение примера Христова, поведенческие какие-то. Ведь посмотрите, Христос Бог, но у Него ведь поведенческие, золотые для нас примеры есть. На кладбище, пожалуйста, слезы, сочувствие Марии и Марфе, где вы ее положили, увидели, как он любит. Иерусалим, пожалуйста, он смотрит гибель Иерусалима, предусматривает слезы у него, да, и так далее. То есть и это идеал для, смотри, ну только бы так подумал бы про себя. А в этой ситуации обличить надо сказать, что вы не правы. Но, а как бы Христос поступил? Он что бы вот орал, кричал, матюкался? Нет. Значит, надо мне войти в образ Христа, прекратить поведение, которое позорит имя христианина. Вот я бы так посоветовал этой женщине. Спасибо. Задает вопрос Мария. Благословите, Владыка, не знаю, что с собой делать. Несколько месяцев назад Господь направил меня к своей вере, осветил меня благодатью веры в Него. Хотя до момента, как это случилось, я была типичная девушка 21 века, которая ничего не знала о том, кто и что такое Бог. В общем, была неверующая. Теперь собираюсь, но никак не соберусь ходить в храм, не на службу, чтобы приобрести молитвослов для повседневной молитвы. Хотя я ежедневно и так молюсь теми молитвами, что выписаны мною из интернета, но сие не удивляет меня. И для того, чтобы читать покаянный канон перед первой жизнеисповедью. И вот я неделю уже 2-3 пытаюсь найти в себе силы пойти в храм для приобретения молитвослова. Душа так и просится туда, в храм, хотя бы за этим. Даже заранее планирую поход туда, воодушевляюсь, вот я куплю молитвослово, нужны молитвы.
Появляется раздражение, но все и вся хандра, лень, ненависть, обида к ближним начинает очень сильно грешить, что даже перекреститься перед иконой при близких стыдно, ибо своим поведением я порочу имя Господа и православную веру. Из-за этого не могу заставить себя дойти до храма. Это просто ужас. А через несколько дней все это проходит, душа снова просится в храм. Как мне быть? Это просто ужасно. Я не справляюсь с нападками беса, владыка. Мне стыдно из-за своих грехов, а ведь душа у меня явно тянется к Богу. Подскажите, пожалуйста, что мне стоит делать, как мне быть со всем тем, простите и благословите. Вот уже путь так обозначен. Это пример следования Марии Египетской преподобной, которая именно так же заметила. Вот в данном случае что-то не пускает купить молитвослов, что-то не пускает начать молитвенную жизнь как положено, утренняя, вечерняя молитва и так далее. И Мария Египетская также заметила за собой, что какая-то сила не дает ей войти в храм, поклониться животворящему древу. Праздник как раз был Креста Господня, люди входили, а она не входила. Но на самотек она такое дело не оставила. То есть она попыталась первый, второй раз, не могла войти, как воздушная сила ее какая-то отталкивала от дверей, когда видимых препятствий никаких не было, то она приняла усилие, дала обещание Богу, что вот если Он допустит ее до этого креста Господня, то она бросит свою греховную жизнь и так далее. И вошла беспрепятственно. То есть именно здесь нужно обратить внимание, что да, вот сейчас какая-то сила против меня явно уж борется, но ведь значит есть Бог и есть нечистая сила, и значит это очень серьезно, значит мне нужно последовать примеру Марии Египетской, других святых и побороть. И видите, побороть оказывается потом легко, когда обещание определенное Богу, молитва определенная Богу, да, своими словами. И человек уже беспрепятственно пошел. Также и это. Может пойти беспрепятственно купить молитвослов, но Мария Египетская дальше что? Она обещала и желала, все исполнила. Так и здесь. Купить молитвослов, но уже его иметь в повседневном обиходе. Утренние, вечерние молитвы, перед причащением эти 4 канона читать, и в определенных случаях жизненных, при заболевании ближних там есть молитва, и при путешествии тоже молитва есть, или, например, в путь в дорогу. Все это молитвословие есть определенные последования, и, конечно, ими пользоваться. Спасибо. Здравствуйте. Стоит ли, познакомившись в интернете с воцерковляющимся юношей, переводить общение в жизнь? Мои взгляды и душа человека устраивают, а вот о внешности такое сказать не могу. Ему она может и не приглядеться при встрече из-за некоторых нюансов, которые на фотографии присланных ему не видно. Как быть? Стоит ли знакомиться с ним в жизни? Правильно ли вообще знакомство, начавшееся с интернета? Я думаю, что в интернете знакомство может быть очень обманчивое. Это 1, может быть, или несколько процентов из 100. А все-таки надо знать человека явно. Потому как и даже явно человек дружит какое-то время, не обращает внимания на психологическую разность интересов. А потом, оказывается, поженились, и муж только смотрит, там, скажем, хоккей, футбол, а что вообще женщине, в принципе, ну не каждой, но, в принципе, неинтересно. И потом, и так далее, и тому подобное, разность интересов. И оказывается, они разные люди. То есть круг интересов, он должен быть обозначен. И этот круг можно узнать только при личном контакте, личном общении. Потому что в интернете ты даже не знаешь, кто с тобой переписывается. Может, вместо мужчины женщина переписывается, вместо молодого человека пожилой человек переписывается. То есть это может потом не свои слова копирует или пишет тебе переписку, которую использовал в предыдущей переписке. То есть это надо очень быть осторожными со всеми этими видами переписки в интернете. Задает вопрос Лариса. Благословите, владыка. Скажите, как относиться к таким фото-православной группе, где актер в сане священника, насколько я знаю, все еще в сане священников, в светской одежде держит в руках Евангелие и чашу как кубок?
считается ли это кощунством? Я считаю, что священнику неприлично сниматься и быть киноактером. Это позорит церковь. Об этом вот и поднимался вопрос Священным Синодом, и вопросники такие прошли по всем епархиям. Они сейчас на стадии обсуждения, дискуссии. Не всякая профессия может совмещанием быть со священным саном. И поэтому мне глубоко вот неприятно видеть священника, который снимается в фильмах и играет светских людей. Я считаю, что это кощунство, но это мой личный взгляд. А допустимо вообще, например, играть в фильмах священников, то есть рассказывать про церковную жизнь? Это, пожалуйста, светский актер, он играет священника, если это не кощунственное, значит, изображение факта какого-то, то, пожалуйста, пускай играет. Ведь и священник тоже человек, и актер человек. Главное, чтобы это не позорило церковь и не позорило этого священника. Угу. Задает вопрос Стефан. Владыка, с 3 лет я хочу стать священником. Дал обещание Богу, что посвятю этому свою жизнь, буду ему служить. Я бы хотел попросить у архиерея благословения на ношение подрясника. Мне он нужен не ради гордости и не для того, чтобы выделить себя от других людей, но для того, чтобы он мне помогал напоминать мне о моих грехах, о том, что я выбрал это решение посвятить себя Богу. Алтарник Стефан, посоветуйте, пожалуйста, можно ли так сделать? Право ношения подрясников у нас имеют далеко даже не все студенты. В некоторых семинариях ходят в костюмах, в таких, знаете, или косоворотках, или таким с галстучком, или таким белым воротничком, а в некоторых с подрясником. Поэтому это на усмотрение местного архиерея. Я не имею права давать благословение на подрясники в чужих епархиях. В нашей епархии это возможно, если есть рекомендация местного священника, если этот юноша приходит в храм и там прислуживает в алтаре, то это только по рапорту или прошению местного священника, но в рамках моей епархии. Задает вопрос Даниил. Добрый день, отче. Вот у меня вопрос. Как поступать, если тебя заставляют отречься от Христа, намучая тебя, истязая других людей, убивая их постоянно только ради того, чтобы отрекся только ты? Как поступать в этом случае? Но при всяком случае на глазах твоих кого-то мучат или тебя самому мучать, отрекаться от Христа категорически нельзя, если ты христианин. Но не могут быть никаких компромиссов. Задает вопрос Юлия. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я очень согрешила, но тут же раскаялась о содеянном грехе, записала этот грех к себе, чтобы обязательно сказать на исповеди. А на душе возникает сомнение, что Бог тебя все равно накажет, не простит, чтобы в следующий раз так не делала. Но Господь же нас любит, написано в Евангелии, что нет такого греха, который Бог бы не простил, кроме хулы на Духа Святого. Скажите, пожалуйста, Бог прощает, а это просто все смущение от лукавого. После исповеди про этот грех можно не думать, потому что он прощен? Спасибо, Господи, за ответ. Да. Мы читаем символ веры, перечисляем, во что мы верим, и коль мы перечисляем, во что мы и в кого мы верим, то в это надо свято и верить, и исповедовать. Так и здесь. Если мы верим, что исповедь, значит, которая перед священником, и священник имеет право прощать. И если он простил, то это ведь каноническое положение церкви, узаконенное, Богом установлено. И если мы в это не верим, то мы просто согрешаем этим. Вот как раз нельзя не верить, не доверять этому. А как раз вот полное доверие, полная вера, что прощает Господь твои грехи. Вот, и надо себя так и внушать, да, так себя вести, этому верить. Не прощаются только те грехи, они не только даже не прощаются, которые повторяются, до которых человек никак не хочет. Вот. Но тоже есть положение такое, что человек не может не согрешать в дальнейшем. Например, вот словом. Там болтливый человек,
он не сразу может избавиться. Он сколько есть времени в его жизни, он будет каяться, может, до гробовой доски. Но он не может сразу, да. Но какие-то грехи решительно, бесповоротно человек должен прекратить. Задает вопрос Ирина. Добрый день, владыка. Я работаю акушеркой в родильном доме. Большую часть жизни принимала роды, вышла на пенсию. Мне 51 год. Пришла работать в кабинет гинеколога по состоянию здоровья, оперирована по поводу опухоли головного мозга. Теперь я не помогаю в рождении деток, а помогаю этим деткам не родиться. Я делаю фармакологические аборты, даю таблетки, прерывающие беременность. Поменять профессию не могу. Город маленький, роддом один. Работать надо. У меня 14-летняя дочь. Как быть? Будет ли мне прощение? Спасибо. Дай Бог вразумления этой рабе Божией. Дело в том, что под расстрелом, даже под страхом расстрела, на аборты не соглашались в дни переворота, революции 17 года. И многие врачи, и многие медсестры ушли как раз поэтапно в ссылку, в тюрьмах на расстрел, но аборты не делали. Значит, это отговорки все. Профессию надо срочно как-то переквалифицировать медицинскую, но от абортов отказаться однозначно. Задает вопрос Андрей. Добрый день. Всякий грех и хула простятся человеком. От Матфея 12 по 31 стих. Это действительно так? Да, если человек сознательно хулит Бога, а вот сознательно хулили Бога и первосвященники иудейские, они видели, что это Бог. Но они настолько были другого духа, что они Бога ненавидели, они его распяли. То есть вот это хуление. Значит, и хулят Бога те, у которых уже заложено, значит, может быть, от родителей, может, в социуме, в котором они живут постоянно, вот атмосфера хуления. Стараться от этого выйти. Это очень редкий случай, конечно, спасения от этого. Но хулить Бога, который тебя не трогает, да, никакой стороной, ни в коем случае нельзя. Хула на Бога не прощается. Это написано в Слове Божьем. Надо помнить это и всегда закрывать свои глаза и уши, отворачиваться от тех, кто хулит Бога. Спасибо. Задает вопрос Дмитрий. Здравствуйте. Есть такое поверье, что нельзя носить чужую обувь, например, отдали ее. Что на этот план считает церковь? И лично ваше мнение? Я не считаю. Тут про обувь такого в Священном Писании не написано. Мы раздаем поношенную обувь, у кого кто не имеет, так же равно, как и свою одежду. Как говорится, снимаешь одежду или отдаешь одежду, вот, или делишься одеждой, которая у тебя есть запасная, с неимущим также равна и обувь. Единственное, что грибковые заболевания, прочее, может, зараза, но оно исцелимо. То есть надо как-то продезинфицировать эту поношенную обувь и спокойно ее носить. Вот это вопрос Татьяна. Здравствуйте. Мы с мужем крестный одного ребенка, мальчик. Расписались после того, как крестили. Тогда и не думали быть вместе. Подскажите, что нам делать в этой ситуации? Ну, в этом случае крестным, вот по моему убеждению, крестный может в этом плане только один. Если это мальчик, значит, вот муж, он крестный, а она уже, значит, тогда отпадает. Но не могут быть мужем и женой крестные одного ребенка. А как вот им быть в этой ситуации, если уже вот получилось так? Если они уже... Ну, нереальностью считать. Значит, тогда только мужчина крестный этому мальчику. Уж разводиться, естественно, не надо. Спасибо. Ну вот на этом закончились вопросы. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за ваши интересные вопросы. На этом наш выпуск завершен. Владыка, огромное вам спасибо за продуктивные вопросы. Спасибо, что так хорошо все рассказали. Спасибо за внимание и Божие благословение нашим телезрителям.